Уважаемые студенты, мы продолжим свои видеолекции. Сегодня лекция номер 16. Тема «Суверенный Кыргызстан в орбите новых геополитических и геоэкономических интересов. Новые векторы и приоритеты». Всего 3 вопроса. Первый вопрос – это вопрос формирования вектора и реализации внешней политики Кыргызской Республики в год независимости. Второй вопрос посвящен проблемам делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики с соседними государствами. И третий вопрос – это вопрос трансформации культуры, науки, образования, медицины. Уважаемые студенты, после распада СССР все республики, которые ранее выходили в его состав, они стали независимыми государствами. 21 декабря 1991 года 11 из бывших 15 советских республик, в том числе Кыргызстан, стали учредителями Содружества независимых государств СНГ. Было объявлено о неприкосновенности и неделимости территорий государств, входящих в СНГ. Между этими государствами было заключено соглашение о сотрудничестве на равноправной основе. В конце декабря 1991 года призыв Кыргызстана о признании суверенитета были признаны 4 государствами. Первым признала Турция, Турецкая республика, 24 декабря 1991 года. 26 декабря 1991 года признана Австралией, 27 декабря Соединенными Штатами Америки. И в этот же день Китайской Народной Республикой. В 1992 году Кыргызская республика укрепила дипломатическое отношение с 59 государствами мира. Уважаемые студенты, хотя до этого Кыргызской республикой были приняты 2 декларации, мы об этом на предыдущих лекциях говорили, это декларация о суверенитете и декларация о независимости. Декларация о суверенитете была принята 15 декабря 1990 года, а декларация о независимости 31 августа. Это вот мы отмечаем каждый год как День независимости. Чем они отличались друг от друга? Декларация о суверенитете. В этой декларации Кыргызстан был объявлен суверенным в рамках единого государства, Советский Союз. А в декларации о независимости там уже речь идет о выходе из этого союза. И во второй декларации был призыв, чтобы другие страны мира признали Кыргызстан независимым государством. Но такого признания до 21 декабря не произошло. До 21 декабря 1991 года ни одно государство мира не признало Кыргызстан как независимое, потому что есть и международные документы, которые защищают территориальную целостность государств. Если какой-то этнос или какой-то народ требует права на самоопределение, то, в частности, вот Венское соглашение 1961 года рекомендует решать эти вопросы нарушения прав человека в рамках права человека, а не в рамках права на самоопределение. Поэтому Кыргызстан, пока был Советский Союз, Кыргызстан и другие республики, которые принимали подобные декларации и призвали их признать, такого признания не было. Признали только после того, как 21 декабря было объявлено о распаде СССР и о создании СНГ. Только после этого вот страны начали признавать, в том числе и Кыргызстан. Постепенно новое суверенное государство было признано вот таким образом другими странами, участницами
членами Европейского Союза, такими как Россия, Индия, Иран, Пакистан, Япония, Канада, Южная Корея. Перед руководством Кыргызской Республики стояли такие задачи, как определение своей внешней политики. Это был вопрос нелегкий, потому что даже поныне такой четкой, устойчивой внешней политики у нашего государства просто нет. Точно так же, как нет и устойчивой, понятной, последовательной, логически последовательной внутренней политики тоже у нас нет. Поэтому ученым очень трудно в исследовании и внутренней политики, и внешней политики, потому что прослеживать такой вот устойчивой, логической последовательной политики очень трудно. Поэтому, если кто интересуется, вот это вот непочатый край исследовать внешнюю политику года независимости. В 1991 году, чтобы определить, в смысле определения, в целях определения своей внешней политики, было создано Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Но кадров не хватало. В советское время, так как Кыргызская Республика была одной из 15 республик, и внешняя политика тогда определялась Москвой. И определение внешней политики, приоритетов Кыргызская ССР не занималась. Поэтому и у кадров не было. Для подготовки кадров, дипломатов в Кыргызской Республике были открыты факультеты международных отношений в Национальном университете имени Баласагина, в Бишкекском государственном университете, в КРСУ имени Ельцина. 12 июня 2001 года была основана дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики. В начале 1992 года в городе Бишкек были открыты посольства сначала Турции, Соединенных Штатов Америки и позже Китая, России, Индии, Ирана, Германии и ряда других государств. Вместе с открытием своего посольства в вышеупомянутых странах Кыргызская Республика открыла свои представительства в различных международных организациях. В Нью-Йорке, например, в ООН, международных организациях в Женеве, Брюсселе, Европейский Союз, Вене, ОБСЕ. 17 сентября 1998 года в качестве официального документа ООН была принята доктрина «Дипломатия Великого Шелкового пути». В этом проекте участвовали все государства, через территорию которых проходил Великий Шелковый путь. Каждое государство, участвующее в проекте, в рамках общей направленности разрабатывали свои доктрины. И такая доктрина была разработана и в Кыргызской Республике. Финансирование и реализация этой доктрины взяла на себя Соединенные Штаты Америки. В 2000 году у меня был визит в Соединенные Штаты Америки, то есть поездка, не визит, а поездка, это была командировочная поездка в рамках ООН. И у меня была встреча с конгрессменом США, его фамилия Питц. И вот Питц рассказывал, что он работает в этом проекте, он руководит этот проект, и Америка выделила на реализацию этого проекта более 4 миллиардов долларов. И он показывал мне, вот, в том числе Кыргызстану, под проект примерно выделено более 40 миллионов долларов. И доктрина Великого Шелкового пути был вот таким вот очень важным документом во внешней политике Кыргызской Республики. Кыргызстан 30 апреля 1994 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали договор о создании Объединенного экономического пространства Центральноазиатский союз ЦАЦ. В марте 1998 года к этому договору присоединился Таджикистан. В январе 1995 года Российская Федерация, Республика Беларусь
и Республика Казахстан, они объединяются в таможенный союз. Они создали таможенный союз. В марте 1996 года к ним присоединяется и Кыргызская республика. А в 1999 году Таджикская республика. 10 октября 2000 года он был преобразован в Евразийское экономическое содружество. Возникает необходимость в создании коллективной системы безопасности. 15 марта 1992 года посредством подписания главами 6 стран СНГ, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана создается ОДКБ, договор о коллективной безопасности. В 1993 году к договору, к ОДКБ присоединяется Азербайджан, Грузия и Белоруссия. А в апреле 1999 года, через 5 лет, 3 государства, Азербайджан, Грузия и Узбекистан, вышли из договора о коллективной безопасности. В 1992-1993 годах происходит регулирование сальдо по результатам межгосударственных взаиморасчетов между Кыргызской республикой и Республикой Латвия. Заключаются договоры об оказании правовой помощи и правовых отношениях в сфере гражданского, семейного, уголовного производства. Это говорит к тому, что за годы независимости до 2014 года, когда Кыргызстан вошел в таможенный союз, у нас, у Кыргызстана с Латвией были очень хорошие отношения, особенно сильно была развита торговля автомобилями, вы это хорошо знаете. В сентябре 2013 года во время встреч президентами всех стран Центральной Азии в рамках своего официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпин известил о стремлении увеличить объем финансирования проектов по энергетике и инфраструктурам до 59 миллиардов долларов США. У Кыргызстана, кроме сотрудничества с мировыми государствами, были двусторонние, кроме многостороннего сотрудничества, есть двустороннее сотрудничество. Первое место в двустороннем сотрудничестве занимает Россия. С Россией дипломатическое отношение начинается с 20 марта 1992 года. В этот день была принята декларация о вечной дружбе, союзе и партнерстве. Кыргызстан имеет с Россией отношения по многим направлениям, такие, например, как политико-дипломатическое сотрудничество, визиты на уровне глав государств, визиты на уровне глав правительств. Это отношения сотрудничества между министрами иностранных дел, торгово-экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарное сотрудничество. 6 октября 2007 года был создан таможенный союз с участием России, Беларуси, Казахстана. Кыргызстан к этому таможенному союзу присоединился, вошел в 2014 году. Теперь мы переходим на сотрудничество Кыргызстана с мировыми государствами. В основном это Китай, США, Россия, имеющие такие геополитические интересы по отношению к Кыргызстану. Сотрудничество Кыргызстана и США. США 27 декабря 1991 года, как мы это уже говорили, одним из первых признает независимость Кыргызстана, налаживая первые дипломатические отношения. 1 апреля 1992 года открывается посольство США в Бишкеке, которое стало первым иностранным представительством в Кыргызстане. При этом надо учитывать, что впервые 10 лет суверенности США инвестировала в нашу страну более 1 миллиарда долларов США. Не было другой такой страны.
После событий 11 сентября 2001 года администрация США в рамках сотрудничества с Кыргызстаном в целях обеспечения региональной безопасности и усиления антитеррористической борьбы открывает авиабазу Гансе в международном аэропорту Манас. В период президентства Бакиева большинство экспертов и исследователей в изучении данного момента сходятся в его характеристике как время упущенных возможностей. Во внешней политике Бакиев лаврировал между США, Россией и Китаем. На встрече с руководством России в 2009 году Бакиев обещал президенту Медведеву закрыть американскую военную базу в аэропорту Манас. В ответ Россия обещала выделить Кыргызстану кредит в размере 1,7 миллиардов долларов США на строительство Камбратинской ГЭС 1 и 2. 19 февраля 2009 года кыргызский парламент проголосовал за закрытие авиабазы Гансе. Однако уже 22 июня того же года Бакиев договорился с руководством США о перепрофилировании авиабазы Манас в центр транзитных перевозок с фактическим продлением Пентагоном ее аренды. Этот маневр вызвал серьезное охлаждение в отношениях России и Киргизии. И эта авиабаза Гансе был закрыт во время президентства Атамбаева в 2014 году. Начиная с 7 апреля 2010 года, после переворота политического, активизируется двустороннее политическое сотрудничество Кыргызской Республики и США. 2 октября состоялся визит государственного секретаря США Хиллари Клинтон, а в 2019 году многочисленные визиты официальных представителей. Правительство США в целях оживления экономики, восстановления юга страны оказало помощь около 380 миллионов долларов США. Объем помощи США Кыргызстану в течение первых 20 лет, включая аренду базы в аэропорту Манас, составил 1,3 миллиарда долларов США. Если в 2012 году размер помощи составил 40 миллионов долларов США, то стоимость аренды военной базы в аэропорту Манас за 2019 год за один год был равен 200 миллионов долларов США. Были и межпарламентское сотрудничество с США, очень тесное. Наши депутаты ездили в США, приезжали депутаты Конгресса США в рамках проекта «Открытый мир», проекта Палаты представителей Конгресса «Сотрудничество ради мира». Теперь переходим к отношениям Кыргызстана со странами Евросоюза. Правовой основой взаимоотношений является договор о партнерстве и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Договор был заключен в 2010 году. 21-24 февраля 2012 года в Бишкекском заседании межпарламентского сотрудничества Кыргызстана и Европейского Союза рассматривались вопросы о реализации судебно-правовой реформы, демократии и прав человека, развития торговли и инвестиций. Объем товарооборота Кыргызстана со странами Европейского Союза составляет 7,4% от общего объема товарообмена ЕС. Экспортными товарами Кыргызстана, что Кыргызстан экспортирует в страны ЕС, это продукты сельского хозяйства, это кожа, шерсть, это пахта, хлопок, табак, овощи, фрукты, лампочки, радиаторы и металлолом. А из стран Евросоюза импортируются продукты машиностроения, это товары промышленности, электронные аппараты, транспортные средства, запасные части, оптические аппараты, лекарства, парфюмерия, косметика, продовольственные продукты. В марте 1993 года было открыто постоянное представительство Кыргызстана при Обусе, одновременно посольство Кыргызстана в Вене.
23 июля 1998 года Постоянный совет ОБСЕ принимает решение об открытии центра ОБСЕ в Бишкеке, который стал функционировать с 1999 года, но во время президентства Атамбаева центр преобразован был в бюро. В 2000 году по инициативе Кыргызстана открывается Академия ОБСЕ в Бишкеке. Эта академия выпускает, готовит по годичной программе магистров по политологии. Вот я был руководителем проекта по открытию этой академии. В академии учатся по 25 магистрантов из разных стран Центральной Азии, по 5 с каждой страны. И сначала по политологии годичная была программа подготовки магистров. Потом в 2012 году открыли еще одну специальность — экономическое управление и развитие называется. Выпускникам выдаются дипломы государственного образца Кыргызской Республики, но эти дипломы признаются всеми странами, которые являются членами ОБСЕ. Внешняя политика Кыргызской Республики основывается на концепции внешней политики. Концепция внешней политики принимается указом президента. Последняя концепция внешней политики была принята указом президента 11 марта 2019 в прошлом году, а предыдущая концепция была принята 12 лет до этого. А конкретно это было в 2007 году она уже утратила силу. В соответствии с новой конституцией основные направления внешней политики определяются президентом, а реализацией этой политики занимается и правительство, и Министерство иностранных дел. Приоритетными направлениями внешней политики вот в предыдущей концепции 2007 года там идет перечень. Вот первый приоритет — это Россия, потом западный вектор, потом азиатский вектор, потом региональные страны региона. Но в нынешней концепции такого перечисления нету. И внешняя политика вот в концентрированном виде концепцию Кыргызстана можно выражать вот в принципе и, а не или. Теперь мы переходим ко второму вопросу. Проблеме делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики с соседними странами. Это очень такой деликатный вопрос. Я бы хотел обратить ваше внимание, если кто интересуется более глубоко, более шире изучить, то есть книга профессора Аламанова «Саламат Аламанов». Я рекомендовал бы его книгу. Книга его называется «Формирование государственной границы КР. История, современные проблемы, пути решения. Бишкек, 2014 год». Просто я вкратце скажу, что вопросы границы были решены с Китаем, с Китайской Народной Республикой, и демаркация, и делимитация проведена. Вопросы границы были решены с Казахстаном, тоже демаркация, делимитация завершена. Но у нас есть, у Кыргызстана есть не решенные вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном. И эти вопросы сейчас решаются. Работа идет полным ходом, но это очень нелегкий вопрос, это требует время, и поэтому сейчас правительство Кыргызстана этим вопросом занимается. Занимается очень тесно. Переходим к третьему вопросу. Уважаемые студенты, с приобретением независимости произошли очень большие изменения в здравоохранении, в культуре, в самосознании. Очень большие изменения проходили. Вот давайте мы начнем с здравоохранения, потому что сейчас вот во время пандемии коронавируса именно вопросы здравоохранения выходят на первый план.
и как вот развивалось здравоохранение в годы независимости. Вот последние 15 лет наблюдалось снижение показателя рождаемости. Младенческой смертности снизилась за последние десятилетия. В настоящее время очень большой вопрос с кадрами здравоохранения. В настоящее время обучение, подготовка врачей проводится в Кыргызской государственной медицинской академии, медицинскими факультетами ряда университетов. Многие университеты открыли медицинские факультеты. В 1993 году был открыт медицинский факультет при ОШКу. Сейчас там на этом факультете обучается около 9 тысяч, то есть более 2000 студентов. В 1994 году Министерство здравоохранения КР обратился к Евросоюзу и Европейскому бюро ВОЗ с просьбой оказать техническую поддержку в разработке и внедрении программы комплексной реформы системы здравоохранения. Так была открыта программа МАНАС, называется МАНАС 1994 года. Реализация программы МАНАС продлилась до 2006 года. Потом была реализована государственная программа «Здоровая нация». В 2000 году страна разработала новую национальную политику здравоохранения на период до 2020 года. Эта политика, названная «Здравоохранение Кыргызстана в 21 веке», она была разработана в соответствии со стратегией ВОЗ. Сейчас мы воочию видим, в каком состоянии здравоохранения Кыргызстана, и уровень подготовки, и уровень обеспеченности, и технически, медикаментами. Во время карантина эти вопросы выходят на первый план. Культура. В смысле культуры были реализованы в годы независимости очень важные программы, проекты, такие как «Тысячелетие эпоса МАНАС». Тысячелетие эпоса МАНАС проходило 26 июня 1995 года. Принимали участие представители более 50 стран мира. Принимали участие главы государства, такие как Алиев, Гайдар Алиев, Демирель, Сулайман Демирель, президент Турции, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сапармурат Ниязов. Они сами принимали в праздновании тысячелетия эпоса МАНАС. В 2004 году был реализован проект, посвященный 2200-летию государственности Кыргызстана. И это мероприятие тоже проходило в рамках ООН. В нем принимали представители более 20 стран мира. В рамках этого проекта был проведен Курултай с участием представителей. Это был второй Курултай. Принимали 155 делегатов с различных стран мира. Это приезжали кыргызы, которые там по каким-то причинам там проживающие. Очень большие трудности были в культуре, особенно в литературе, потому что после распада Советского Союза нужно было переосмыслить все это, потому что в советское время было господство социалистического реализма. Была одна истина, марксизм-ленинизм, и социалистический реализм господствовал в литературе особенно. Поэтому вот этот переход от соцреализма к модернизму и постмодернизму проходил очень трудно. И это выражалось тем, что начали появляться совсем такие произведения нового видения, нового мышления, такие как Турсунова, Балбай. Не переиздали, дополнили издание
романа Осмоналиева «Көчмөндөр кагылышы», Шүкүрбек Бишеналиева «Тайлак Батыр», Абакирова «Көкөй кести», Егенбердиева «Канат хан», Токтоналиева «Хан Ормон», Роман Ыстамова «Хан Теиш» и Акбара Рыскулова «Атакенин Акбулот» и другие. Свобода слова появилась, и в Кыргызстане свобода слова создала условия для появления ряда независимых газет, таких как «Майдан» 91-92 годы, «Асаба» на базе бывшей комсомольской молодежной газеты «Лен Чилжаш», «Республика», «Алам», «Дело номер», «Акпата». Появился ряд независимых телерадиокомпаний «Пирамида», «Алмаз». В условиях свободы слова, наряду с традиционными российскими телерадиокомпаниями с 1991 года беспрепятственно начали транслироваться передачи радиостанции «Азаттык» на кыргызском и русском языках. С 1 июня 1996 года лондонская радиокомпания BBC стала выходить в эфир на кыргызском языке. Первая передача этой радиостанции открылась поздравлением президента страны. 92-95 годы в Кыргызстане транслировались передачи и турецкое телевидение «Авразия». Некоторые независимые журналисты были в это время арестованы и осуждены, такие как Замира Садыкова и другие. Были закрыты газеты «Политика», «Свободный город», «Криминал». В целом, Кыргызстан 90-е годы завоевал среди стран Центральной Азии имидж демократической страны и укрепил его на практике. Хотя было это очень трудно. Но эти процессы модернизации, перехода от соцреализма к постмодернизму в литературе, этот процесс продолжается и поныне. Уважаемые студенты, я призываю вас следить за изданием новых романов, новой публикации, очень много переводов на кыргызский язык те произведения, которые были недоступны либо закрыты в советское время. Я прошу следить за ними и по мере возможности их читать. Вот на этом мы завершаем свою лекцию. До следующей встречи.